Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Абхазский стенд на Кавказском инвестиционном форуме посетил глава правительства России Михаил Мишустин. Сергей Шамба о значении личности Владислава Арденба в истории страны. Абаза ТВ продолжает показ цикла телевизионных интервью с политическими соратниками первого президента. Глобальная цель – уберечь абхазский язык от исчезновения. Чат-бот, переводчик с русского на абхазский и наоборот, в Телеграм запустил Мирон Барателия. Начнем с официальной хроники. Абхазский стенд на Кавказском инвестиционном форуме посетил во вторник глава правительства России Михаил Мишустин. Его приветствовал президент Абхазии Бадра Гунба. Спасибо, рады вас приветствовать у стенда Республики Абхазия. Как вам известно, экономика Абхазии динамично развивается, в том числе и благодаря поддержке и взаимодействию с правительством Российской Федерации. На протяжении 5 лет товарооборот увеличился на 60%. Очень важные инфраструктурные проекты реализуются на территории Абхазии. Один из ключевых проектов – это аэропорт города Сухум, который более 32 лет не работал, и 1 мая мы приняли первый регулярный рейс из города Москвы. Действительно, это ключевые инфраструктурные проекты, которые помогают нам развивать и туристическую отрасль, и развитие сельского хозяйства, и в целом всей экономики нашей республики. С 1 мая запущено регулярное сообщение с городами Москва, Нижний Новгород. На сегодняшний день идет реализация аэровокзального комплекса. Аэропорт обладает взлетно-посадочной полосой длиной 3140 метров, шириной 45 метров. Данная посадочная полоса позволяет принимать практически все типы воздушных судов. Вообще очень рад, что прямое сообщение наконец открыто. Знаете, по поручению нашего президента мы сделаем все для того, чтобы и пассажирский поток, и туристический поток был, кстати, взаимным. Я думаю, что также интересно и жителям Абхазии посещать регионы России. Вот Нижний Новгород уже прямое сообщение, и надеюсь, что будет много других. Но в добрый путь, и очень рада, что вы здесь с братскими республиками, с подразделениями наших соответствующих федеральных органов исполнительной власти, с представителями субъектов Российской Федерации. Спасибо вам огромное. Спасибо за это. Спасибо. Напомним, делегация Абхазии во главе с президентом принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме. Республика представила стенд с продукцией абхазских производителей и инвестпроект по восстановлению Сухумского аэропорта. В понедельник стенд посетили зампредседателя правительства России Александр Новак и полпред президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Маршрут электропоезда «Диаскурия» расширят в течение 2 лет. Он будет соединять аэропорты Сочи и Сухума, сообщил президент Абхазии Бадра Гунба в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестфорума. 1 мая «Диаскурия», курсирующая из Сириуса в Абхазию, совершила первый рейс. 1 июля 2025 года правительство Абхазии планирует повышение размеров пенсий отдельным категориям пенсионеров. Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с председателем Пенсионного фонда Абхазии Денисом Гулария. Бюджет, если коротко, в процентном отношении исполнен по всем показателям на 101,4%. Это по доходам, и по расходам тоже у нас исполнение хорошее, 98,8%. Все обязательства перед нашими гражданами, которые мы взяли с начала 2024 года, это повышение размера военным категориям, связано с отечественной войной народа Абхазии, мы выполнили, и никаких задержек не было. Потом в последующем 2024 году повышение доплат пенсии, которое мы с вами сейчас обсуждаем, ровно, можно сказать, год спустя, тоже мы справились, никаких проблем, вопросов по выплатам у нас нету. И в 2024 год мы закрыли с переходящим остатком 247 миллионов рублей. Практически после того, как мы ежемесячно выплачиваем, на май месяц уже на той неделе полностью был
мы смогли профинансировать. Помимо этого у нас остатки остаются вполне достаточно, чтобы вот то, что мы делаем с вами, вот предложение по поводу повышения выплат, что мы это все рассчитали, что мы все это смогли финансировать. Думаем, что мы справимся. И мы предварительно с вами обсуждали о том, как поэтапно нужно повышать размеры пенсии, либо доплаты к пенсиям. Самая большая категория, которых может затронуть, это, разумеется, пенсионеры по возрасту. Да, их больше всего. Вот более 8 тысяч человек коснется эта инициатива. И это инвалиды с детства. То это наша прямая задача продолжить, как и в предыдущие годы, поэтапную индексацию размеров пенсионного обеспечения по тем категориям, которые наиболее уязвимые, по тем категориям, по которым есть такая потребность, необходимость. Понятно, что все категории должны быть проиндексированы как можно чаще, но исходя из тех возможностей, которые у нас есть, мы должны это делать быстро, и я жду от вас предложений, и уже с 1 июля текущего года дать возможность проиндексировать вам и выплатить новые размеры пенсий. Темпы роста заработной платы, они очевидны, мы их тоже наблюдаем, о том, что ежемесячно растет размер заработной платы как по количеству занятых, так и по средней заработной плате. И это дает возможность принимать такие решения. Мобилизация должна происходить постоянно. Наличие задолженности является несправедливым по отношению к получателям пенсионных выплат. Платежи во внебюджетные фонды, платежи в бюджет в виде налогов, они существуют не для того, чтобы накапливать у плательщиков задолженность. Они существуют для того, чтобы их платить, потому что у государства есть основные задачи и функции, которые оно должно выполнять. И я очень рассчитываю, что нам удастся с 1 июля обеспечить так же, как и прежде, бесперебойное финансирование пенсий с учетом предложений, которые вы сейчас вносите. Вот. Ну и, соответственно, в последующие годы заниматься тем же самым. Мобилизацией и одновременно индексацией размера пенсионных выплат. Только так, другого пути у нас нет. Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с председателем Государственного внебюджетного фонда социального страхования и охраны труда Бакуром Бебе. Глава фонда отметил, что за последние 3 года доходная часть фондом перевыполняется, и в 2025 году такая динамика сохраняется. За последние 3 года фондом социального страхования и охраны труда доходная часть была перевыполнена. Так и в 2025 году у нас хорошая динамика. На первый квартал 2025 года мы идем в плюсе на 15 миллионов рублей. По отношению к предыдущему году, да. После повышения уровня заработных плат в нашей стране, соответственно, и расходная часть по пособиям тоже у нас увеличилась. И в этом году мы впервые за все годы мы повысили, значит, суммы по пособиям, размеры по пособиям такие, как по временной трудоспособности до 22 тысяч рублей, по беременности, родам до 30 тысяч рублей в месяц. Ранее суммы этих пособий составляли в среднем от 65 до 70 тысяч рублей. Но сегодня по беременности, родам, но сегодня это от 110 до 170 тысяч рублей. Вот. Также, что касаемо единовременных выплат. В прошлом году, посоветовавшись с вами, мы инициировали повышение размера пособий единовременных, такие как по рождению ребенка для работающих родителей мы повысили с 22 до 27 тысяч рублей, и для по рождению ребенка для неработающих родителей до 22 тысяч рублей. Но стоит учитывать, что такой вид пособия, как по рождению ребенка для неработающих родителей, у нас не поддерживается страховыми взносами, но мы изыскали и изыщем в будущем средства для поддержания этой части наших граждан. Мы реализуем, как и в прошлом году, реализуем и в этом году практически уже началась у нас
программа по детскому лагерю, не только отдых, но и образовательный отдых для детей. Такого у нас и не было вообще раньше. С углубленным изучением абхазского языка, проводят разные мероприятия, и культурная программа очень насыщенная. Всем очень нравится, отзывы очень хорошие. Отдельное спасибо я хотел бы выразить учителям, всем тем, кто уделяет внимание нашим детям. Раньше этот отдых оплачивался 50 на 50 или 70 на 30, то есть родители или профсоюз оплачивал дополнительную сумму до 100%. Но мы все эти годы оплачиваем все 100%. То есть дети не платят, родители не платят ни рубля, просто все расходы фонд взял на себя. Мы поддерживаем социальную политику нашего государства, делаем все возможное для того, чтобы граждане почувствовали заботу государства о них. Владимир Делба отметил, что доходы фонда позволяют принимать дополнительные решения по индексации размеров отдельных социальных выплат. Премьер-министр отметил, что приоритетными вопросами для правительства являются оказание социальной помощи гражданам. Фонд социального страхования, несомненно, является важнейшим финансовым институтом, отвечающим за главные приоритетные направления социальной политики нашего государства. Этот институт обеспечивает сегодня нужды наших граждан, попавших в определенные условия, прежде всего в то время, когда наступает их нетрудоспособность. В нашей стране выплачивается 6 видов пособий по нетрудоспособности, добавляется к социальному обеспечению это санаторно-курортное лечение, и очень важная позиция – это оздоровительный отдых детей. Вы об этом уже сказали, уже на протяжении нескольких лет этот проект реализуется. Мы надеемся, что он получит хорошие отзывы и в будущем, и, естественно, необходимо заниматься этим. Действительно, доходы фонда сегодня позволяют судить о том, что необходимо принимать дополнительные решения по индексации отдельных социальных выплат. Эта тенденция наметилась уже не первый год. У нас в 2023 году было принято такое решение. С 2024 года, как вы напомнили, социальные пособия, соответственно, до 22 тысяч рублей по отдельным позициям выросли. Наверняка надо пересматривать, но пересмотр, я полагаю, что должен находить отражение в том числе в развитии социально-экономического положения в нашей стране, учитывать темпы инфляции. И сразу, наверное, тоже хотелось бы отметить, что темпы инфляции, индексация размеров отдельных социальных выплат должна происходить не только, разумеется, в фонде социального страхования и охраны труда. По возможности это надо делать по всем таким выплатам. Ждем от вас предложений, связанных с индексацией. Очень рассчитываю, что в 2025 году мы еще раз вместе с вами внимательно проработаем и посмотрим на другие виды пособий, которых можно проиндексировать с учетом поступлений дохода. И это еще раз подчеркнет о приоритетности направлений социальной политики, оказания социальной помощи нашим гражданам. Поэтому хотел бы пожелать вам успехов, соответственно, в достижении главных целей и бюджету пополнения новых доходов. Благодарю. Спасибо. Состоялось первое заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы, которая занимается вопросами правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство Российской Федерации и являющимся получателями социальных выплат, в том числе пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также материнского семейного капитала. В рамках заседания были рассмотрены ключевые направления работы: подготовка предложений по реализации организационно-правовых мер поддержки граждан, организация взаимодействия с компетентными органами Российской Федерации, формирование и систематизация сведений о гражданах Абхазии, привлеченных к ответственности в России за нарушение законодательства в сфере социального обеспечения. Одним из первых решений межведомственной рабочей группы стало создание горячей линии, куда смогут обращаться граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Через нее можно будет получить консультацию и правовую помощь по вопросам, связанным с привлечением к ответственности на территории Российской Федерации.
Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц поздравил министра иностранных дел Боливарианской республики Венесуэла Ивана Хиля Пинто с уверенной победой Единой социалистической партии Венесуэлы на прошедших 25 мая парламентских и региональных выборах. В поздравлении, в частности, говорится: в Республике Абхазия высоко ценят отношения дружбы и взаимодоверия, сложившиеся за годы сотрудничества между нашими государствами. Эти отношения имеют для нас особое значение, готовы всемирно содействовать дальнейшему развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества в духе стратегического союзничества и партнерства. Телекомпания «База ТВ» продолжает показ цикла телевизионных интервью с политическими соратниками Владислава Арденба, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, сотрудниками администрации первого президента Абхазии, деятелями культуры. Государственный и общественный деятель Абхазии Сергей Шамба поделился воспоминаниями о ситуации в республике ко времени выступления Владислава Арденба на первом съезде народных депутатов СССР в 1989 году. В главных задачах Народного форума Абхазии Айтгалара в периоде Отечественной войны народа Абхазии и значение личности первого президента в истории страны. Поговорим вот о предвоенной работе Верховного Совета Абхазии. Да? Там же чуть позже Владислав Арденба был избран уже председателем Верховного Совета, а вот до взаимодействия Народного форума, Верховного Совета, как это происходило? Потом там же интересная была ситуация с квотированием тоже, напомните, как это... До того, как был избран Владислав Арденба председателем Верховного Совета, да, была проведена работа в Верховном Совете, в котором было большинство грузин, нам удалось провести закон о суверенитете. Но тогда была такая волна по всему Советскому Союзу, все эти принимали суверенитеты, и поэтому как-то это удалось все-таки, хотя с большим трудом, конечно. Теперь, когда стал Владислав Арденба, и ситуация уже к этому времени настолько накалилась, и уже в Грузии был избран Гамсахурдия. И Гамсахурдия прислал делегацию свою во главе с академиком Алексидзе для того, чтобы как-то договориться о наших взаимоотношениях. И стал вопрос о том, как сформировать Верховный Совет Абхазии. Интервью с государственным и общественным деятелем Республики Абхазия Сергеем Шамба смотрите в эфире телеканала после выпуска новостей. Информация правоохранителей. Ход расследования преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс, обсудили руководители правоохранительных и силовых ведомств на оперативном совещании в СГБ, сообщает пресс-служба СГБ. В совещании участвовали председатель службы госбезопасности Дмитрий Дбар, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, генеральный прокурор Адгур Аграба, исполняющий обязанности замминистра внутренних дел Руслан Ажиба. Оперативные службы МВД и СГБ Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Гуланзе и был ранен Кан Кварчи, отметил министр внутренних дел Роберт Киут. Речь также шла о предварительном расследовании по уголовному делу и проводимых оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на установление и задержание всех участников преступления, имевшего место 9 мая в Сухуми, в результате которого был убит гражданин Гарри Авицба. Глава СГБ Дмитрий Дбар подчеркнул важность взаимодействия всех оперативных служб и своевременного проведения необходимых следственных мероприятий. Генеральный прокурор призвал усилить работу оперативных служб и своевременно информировать о ходе и результатах проведенных мероприятий. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Аграба подписал приказы об освобождении от должности прокурора Гулрыбского района Аслана Латария и об увольнении по собственному желанию прокурора Гагарского района Беслана Пкин.
Постановлением по делу об административном правонарушении управление ГАИ МВД лишен права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев. Житель села Звандрыб Шкудаутского района Амич Баамир Даурович, водитель, двигаясь по республиканской трассе со стороны Псов на автомобиле Nissan за госномерным знаком А717СА с нарушением правил дорожного движения в город Гудауда в районе ЖД вокзала допустил ДТП, а также создал аварийную ситуацию с угрозой наезда на пешехода. Более 3200 водительских прав российского образца выдали в Абхазии. Как сообщает «Спутник Абхазии», всего с 14 апреля было принято 4522 заявления, изготовлено 4074 водительских прав, выдано на руки 3204. По 157 заявлениям поступил отказ. Отказы в выдаче водительских прав связаны с тем, что при наличии внутреннего паспорта Российской Федерации заявитель предъявляет только загранпаспорт. В выдаче также отказывают гражданам, которые ранее получили водительское удостоверение на территории России. Они должны обменять документ в Российской Федерации на общих основаниях. Во всех школах Абхазии стартовали выпускные экзамены. Сегодня свои знания по родному языку демонстрируют 11-классники. За ходом экзаменов в 10-й горской школе Сухума лично наблюдала министр просвещения Хана Гунба. Подробности в репортаже Заура Кварча. В школах Абхазии начались выпускные экзамены. Первыми 11-классники сдают родной язык. В Сухумской школе номер 10 волнение с самого утра. Именно здесь учатся 3 претендентов на золотую медаль в нашей республике. И сегодня для них стартовая линия итоговых испытаний. Следить за ходом экзамена пришла лично министр просвещения Абхазии Хана Гунба. Она отметила, что система выпускных испытаний уже много лет остается стабильной. 4 обязательных предмета и 1 по выбору. Первый родной язык, обязательно остается и история Абхазии. У нас уже на протяжении многих лет, согласно утвержденному учебному плану, 5 экзаменов сдают выпускники, 4 обязательных, 1 по выбору. Первый экзамен – экзамен по родному языку. Из числа обязательных предметов – предмет по истории Абхазии. И 5-й по выбору – это выбор школы, учащихся самих выпускников. В этом году школу заканчивают 1888 выпускников. Более 2500 учеников перешли из первых классов в среднюю школу. В числе 11-классников всего 3 кандидата на золотую медаль. И, как подчеркивает министр, в будущем ведомство будет работать над тем, чтобы их стало больше. 3 медалиста в этом году по всей стране – это выпускники Сухумской 10-й горской школы. Очень рассчитываем, надеемся и проведем определенную работу над тем, чтобы в следующем году количество медалистов, желающих идти на медаль среди выпускников наших школ, было больше. Выпускные экзамены продлятся до середины июня. Впереди у школьников еще несколько испытаний, но первый шаг уже сделан. Заур Кварча, Торник Амичва, Абазатова. Чат-бот-переводчик с русского на абхазский наоборот в мессенджере Telegram запустил студент Российского национального исследовательского университета Высшей школы экономики Мирон Баратели. Более 600 человек уже пользуются чат-ботом, который Мирон запустил как проект курсовой работы. Наши корреспонденты пообщались с ним в Москве и попытались понять, как работает искусственный интеллект на популяризации абхазского языка во всемирной паутине. Слово Марьяне Котовой. Мирон Баратели – студент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Он разработал чат-бот для перевода с абхазского на русский и наоборот. По словам Мирона, чат-бот – это достойная альтернатива приложениям, разрабатывать которые труднее и затратнее на сегодняшний день. Разрабатывать отдельное приложение достаточно долго, и при этом сам Telegram-бот обладает всем необходимым функционалом.
и у большинства пользователей уже есть Telegram, поэтому им не нужно ничего устанавливать отдельно. Мне показалось это достаточно хорошим решением для того, чтобы сделать бот и доступным, и удобным. Чат-бот-переводчик – это курсовая работа Мирона. Вроде бы самостоятельный завершенный продукт, но, как рассказывает молодой человек, это часть более масштабного проекта. Для того, чтобы реализовать многие задачи, связанные с НЛП, это обработка естественного языка, это является задачей искусственного интеллекта, нужен огромный массив информации на том языке, на котором я планирую создавать проект. Сейчас, на данный момент, на абхазском недостаточное количество объема информации, и для того, чтобы нарастить, можно как раз использовать этот переводчик и получить значительно больше объем информации. Например, за один день можно получить такой объем, хоть и не настолько высокого качества, сколько за всю историю абхазского языка не было написано. Глобальная цель Мирона – уберечь абхазский язык от исчезновения. Для айтишника один из способов сделать это – увеличить объем контента на абхазском языке во всемирной паутине. Причем участвует в наращивании этого контента каждый, кто пользуется этим переводчиком. Да, он старается предоставить несколько вариантов, если есть такая возможность, и показывает вероятность каждого из этих вариантов. Она основана на том, насколько модель уверена в том, что данный перевод правильный. Также есть функция «Исправить перевод». Это в том случае, если перевод неправильный, и вы знаете, как сделать лучше, можно воспользоваться им и указать верный ответ. Как рассказывает Мирон, абхазский контент в интернете имеет ничтожный объем. В тот период, когда он проводил количественный анализ, информации на абхазском нашлось на 1 гигабайт, когда только англоязычная Википедия занимает объем в 100 гигабайт. В интернете, если брать все данные, вне зависимости от того, есть ли на них русский перевод или нет, менее 1 гигабайта. Сейчас, с учетом синтетических данных, я собрал около 5 гигабайтов. Это достаточно качественные данные, диалоги, для того, чтобы в дальнейшем их использовать для улучшения качества. Это очень мало, да, насколько я понимаю? Уже нет. Например, даже только английская Википедия, только этот один сайт, на английском языке имеет 100 гигабайтов. Абхазские все источники менее 1 гигабайта. Так что это определенно колоссальная разница. Более 600 человек уже пользуются чат-ботом-переводчиком. И чем больше раз в него заходят, и, что самое главное, вносят коррективы, это предусмотрено его функционалом, тем больше абхазского языка становится во всемирной паутине. А как известно, что попадает в интернет, не исчезает никогда. Марианна Котова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Конкурс команды Абхазии был запущен по поручению президента России Владимира Путина и обращению президента Абхазии Бадры Гунба. Он был реализован по модели лидеров России, отметил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин на заседании наблюдательного совета, сообщает «Спутник». Мы с гордостью делимся наработанными методиками и технологиями на базе платформы «Россия – страна возможностей», подчеркнул он. Сейчас в мастерской управления «Синеж» проходит форум «Команды возможностей», на котором финалисты и победители всех проектов платформы разрабатывают идеи для развития страны, добавил Бетин. Вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Тарач Хагба принял участие в заседании наблюдательного совета. Победительница конкурса «Команда Абхазии», преподаватель АГУ Майя Цибулевская, назвала участие в мастерской управления «Синеж» уникальной возможностью, которая будет работать на благо всей республики. Мастерская «Синеж» – это, конечно, уникальная возможность, потому что те знания и тот практический инструментарий, который мы получим, являются уникальными. До нас, до финалистов конкурса «Команда Абхазии», никто ранее не посещал этого. И, конечно, с учетом того, что мы трудимся на благо нашей Родины, хочется создать единую эту синергию, набор лидерских качеств, стратегий определенных, которые сделают жизнь нашей страны более благополучной. И, конечно, мы сумеем вложить в каждую из ниш своей работы ту возможность полной реализации, которая, в принципе, должна быть.
Сотрудничество между Сухумом и Нижним Новгородом открывает новые горизонты для культурного обмена и совместных проектов, заявил министр культуры Абхазии Даур Ковы. Сегодня глава Минкульта принял нижегородскую делегацию, которая приехала в республику для участия в Днях Нижнего Новгорода. Стороны обсудили обмен опытом и профессиональными практиками между двумя городами. Бюст заслуженного деятеля искусств Абхазии, композитора и музыковеда Алексея Чичба открыли к его столетию в Сухумском музыкальном училище. Автор скульптуры – молодой абхазский скульптор Тимур Ахуба. Далее памятные мероприятия, посвященные Алексею Чичба, продолжились масштабной конференцией, собравшей ведущих экспертов и исследователей, представителей культурной сферы Абхазии. Расширенную видеоверсию мероприятия смотрите в вечернем эфире нашего телеканала. Абхазская железная дорога отремонтирует железнодорожные эстакады от Сухума до Нового Афона. Работы начались в Сухуме, затем продолжатся в Новом Афоне. Подробнее в репортаже Алисы Адлиба. На сегодняшний день проходят работы по очистке железнодорожной эстакады на улице Абазинская. Уже 5-й день специалисты трудятся на ЖД-путях. Через пару дней бригады приступят к покраске эстакад. Значит, мы ведем подготовительные работы по покраске ЖД-эстакад. Вот, начали уже с неделю. Сейчас ведем подготовительные работы, потом будем приступать к покраске. Вот, здесь по городу Сухум. Это городская часть, также в районе школы милиции. Ну, в районе 2 месяцев будем вести данные работы. К покраске и к подготовительным работам у нас задействовано 6 человек. Вот. Также будем вести работы в проезжей части. Здесь нам также будут оказывать содействие и городские власти, также ГАИ, потому что когда ведем работы внизу, то нужно будет перекрывать дороги. Бригады Абхазской железной дороги также расчищают искусственные сооружения, водопропускные трубы, тоннели, подпорные стенки. По планам, ремонтные работы железнодорожных эстакад от Сухума до Нового Афона завершатся через 2 месяца. Алиса Адлиба, Инала Гухава, Абаза ТВ. И в завершении выпуска немного о футболе. Чемпионат Абхазии по футболу сегодня на стадионе «Динамо» продолжил красивый матч столичного «Нарта» и Гагрской «Гагры», который окончился со счетом 3-1 в пользу сухумского клуба. А в завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 28 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление пониженное, нестабильное, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 14-19, днем 18-23, температура морской воды плюс 17. Волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 50-70%. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.